сегодня у нас день влюбленных. Давай поздравим всем девушек и пошлем им воздушный поцелуй. Давай, раз, два, три. Самое главное, чтобы сердце у нас не разбилось. Ну, а Радик часто разбивает сердце девушкам? Ну, если честно, я пока один. Вот, сердце Радика свободных, козлар. Здравствуйте, дорогие наши любимые телезрители. В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях мегазвезда татарской эстрады, покоритель женских сердец. Именно о нем пишут, именно о нем мечтают миллионы поклонниц всего Татарстана и не только. Встречайте, сегодня с нами Радик Юльякшин, он же Элвин Грей, и он же жмет мне руку Салям. Привет всем. Я очень рад, давно смотрю вас, и я просто не мог не прийти без подарков, поэтому вот я вам хочу... Тюбетейка. Тюбетейка. Вот так вот, друзья. Ага. Ну вот, а это Курай, Башкортостан, так как я из Башкортостана, я вам ну-ка. хочу подарить вот такой башкирский национальный инструмент. Слушай, я даже в шоке. Я думал, вот это и есть Курай, кажется, это упаковка, да? А вот это Курай. Да, вот это Курай. Ну, Радик, раскрой секрет, ты сам-то на Курай умеешь играть? Если честно, я как бы учил, вообще с музыкой, как я познакомился, я сначала научился играть на Курае, а потом я как-то ушел в музыку, начал петь. И... Ну, может, давай вспомним, как это было. Вот, если ты мне сыграешь, я точно этот подарок, вот, знаешь, восприму от всей души. Давай. Экспромт. Не получится, зато вкусно приготовим что-нибудь. Сразу скажу, что я на этом инструменте играл очень давно, это было где-то 10 лет назад. Радик для программы «Секреты татарской кухни» эксклюзивно вспоминает, как он играл на Курае. Давай. Вот это да! Слушай, ну вот теперь я это буду хранить. Спасибо. Но Спасибо. Это еще не все. Это еще не все? Да. Пока я упаковываю Курай на место. У меня есть еще последний альбом. Мунира Рахмаева? Да. Последний альбом. Вау! Элвин Грей, лично мне! Да, тут как раз самые свежие треки. Слушай, ну сегодня пойду домой, буду слушать. Спасибо большое, молодец. Спасибо. Радик Юльякшин, сценический псевдоним Элвин Грей, один из самых успешных исполнителей национальной эстрады, аранжировщик, композитор и саундмейкер. Родился в Уфе в 1989 году. Окончил Московский государственный педагогический университет, факультет психологии. Песни пишет с 11 лет, а с 14 уже гастролирует. В 2006 году вышел первый сольный альбом певца под названием «Самый Шулай», а в 2007 второй альбом «Гамерья Берге», где Радик выступил уже в роли автора и исполнителя, саунд-продюсера своих песен. Затем в Москве стартовал проект «Элвин Грей». Радик Юльякшин – лауреат, дипломант, победитель многочисленных всероссийских конкурсов. С 2006 по 2011 год победитель Республиканского молодежного фестиваля «Яшлек-шоу» в номинации «Певец года в Башкортостане», а также победитель «Татарджера-2015» в номинации «Лучший дуэт». Радик, но ведь самый главный подарок, ты знаешь, на нашей кухне – это вкусный, обалденный, стильный рецепт. Тем более сегодня у нас день влюбленных. Давай поздравим всем девушек и пошлем им воздушный поцелуй. Давай, раз, два, три. Главное поздравление, девушки, это будут наши блюда. Рассказывай, какие. Сегодня будем готовить завтрак для влюбленных. Будет два блюда, но одна из них называется юмуртка табесы. Юмуртка табесы, то есть такая красивая будет вкусная яичница для влюбленных, Очень да? красивая. И Рассказывай. Прямо... Так. Я вижу здесь вкусные татарские сосиски халяль. Ну да. Берем сосисочку. Ага, берем. Разрезаем. Как именно? Так, внимание. Угу. То есть посередине, да? Конечно. Радик, вот ты вообще на кухне-то бываешь, нет? У тебя же гастроль, ты и в Москве, и в Казани, я не знаю, и в Нурлате, и в Альметьевске. Не, если честно, очень редко. Вот раньше, когда в школе учился, был, я себя называю всегда шоколатой. Угу. Шоколада, Да. от слова шоколадный. Я очень любил готовить. Я прям всегда помогал маме. Кстати, Но что ты готовил? Скажи хотя бы пару блюд, чтобы мы знали. Торт. Торт? вот, да. Я очень любил готовить творожный торт. Ну, творог, все дела. Я просто... Да. Но мне не хватает в последнее время находиться на кухне. Ну я смотрю, что ты реально не будешь такой, потому что ты сосиску разрезал, а не говоришь, что сам с ней делал. Опа. Опа, и... Сосисочка. Внимание. Ну и делаем вот такой
Вот в чем Вот секрет он. Да. То есть из сосиски мы делаем сердечко. Да, сердечко. Ну и тут... Слушай, ну, Радик, ты действительно, а? Посмотрите, друзья, вот Нет, красота. это вот так. Вот так вот. И бьется сердце. Поехали. Так, Зубочистку. зубочистка. Да, зубочистку и вот так. Ага. Одно сердечко готово, нужно еще. То есть 4 нам хватит для завтрака. Ну, сюда больше не влезет, поэтому... На каждую сковородку по 2, Нет, хорошо. вообще-то вот, это вот, например, для девушки, Ага. все-таки день влюбленных же. А вот это, например, для себя. Ну, чтобы посмотреть на девушку, когда она... Когда ест, да? Все понятно. То есть сделаем еще одну. Поэтому еще раз, да. Так. Радик, ну расскажи нам вообще, где ты появился, где ты родился, где пригодился. Кто ты такой вообще? Кто ты вообще такой? Откуда ты вот сейчас будоражишь наш Татарстан? Кстати, многие задают этот вопрос. Я, если честно, творчеством занимаюсь очень давно. Очень давно. 10 лет. Это 10 лет. Когда в школе учился, я просто влюбился в музыку. Вот я вам говорил, на Курае я первый раз поиграл, я говорю, ого, я, кажется, люблю музыку. Меня мама в детстве и куда только не водила. Ну, на все кружки это карате, бокс. Но ты все равно пел. Она говорит, Ула, занимайся карате. Ты говоришь, нет, мам, я буду петь. Она тебя водила, и ты все-таки... Нет, мы, короче, искали себя, ну, то есть меня, и потом все-таки я сказал, вот это мое, и начал играть на Курае. Первую песню давай вот вспомним твою. А первую песню я помню, это называется «Мухаббат Шаярмай». Махаббат Шаримая. Да, с любовью не шутит. Послушай. Ну, честно скажу, я прям не помню слов. Вот не помню, у меня вообще памяти нет. Я, если честно, даже на концерте беру там телефон, там слова написаны, либо... Ну, я видел, когда ты с Фердус Тимаевым пел тоже. Ты взял телефон, говоришь, Гафу и ТГС, я слов не знаю, и пел с телефона. Я Да. в шоке был. Единственный певец татарской эстрады, который выходит, всем говорит, я слов не знаю, и поет. Ну, если так и есть, я просто написано за всю мою творческую деятельность. Я написал очень много треков, песен. Это больше 300 песен. Ну, петь надо уже, петь. Да, песенка «Мухаббат Шаярмай» первая, но я буду петь «Елама Ярсыма». Елама Ярсыма, сен өзің ғайыпле барсына. Ну и вместе. Елама Ярсыма, сен өзің ғайыпле барсына. Это один из хитов, кстати, был сейчас по ту сторону телевизора, сейчас многие пели, кто-то уже плачет, да. Но я вот, например, у меня аппетит просыпается, понимаешь, с каждой твоей кстати, песней. надо уже, Так, давай, включай караоточка. 2, да, нам нужно будет? Конечно, конечно. Как у тебя вот проснулся талант писать песни? Скажи мне, все-таки это же вот... Петь все могут, понимаешь, а писать это же нужно вдохновение. Я первый раз увидел, что, оказывается, на компьютере можно писать музыку. На компьютере? Да. И, ну, как-то пошел к друзьям, что-то сидели, а он писал музыку, я говорю, да ладно. И я побежал домой, я говорю, мам, срочно, ну, у меня компьютера не было, я просто к друзьям ходил, чтобы играть, там, все дела. Я говорю, да, мам, вот срочно компьютер уже, давай, ну, купи, пожалуйста. Пожалуйста. А денег-то нету. Начали думать родители, я говорю, вот, хочу компьютер, и наконец-то купили компьютеры. И тут ты написал первую песню. Но в кредит купили компьютер. Ну, кредит до сих пор, кстати, выплачивается, но... Да, и я просто сильно увлекся. Радик, сковородочки у нас согрелись. Что делаем? Ну, сейчас уже нужно Сердечки, да? Отлично. Опа. аккуратно. То есть мы их должны обжарить сейчас. Да, конечно, форма была прямо как сердечко. Самое главное, чтобы сердце у нас не разбилось. Ну, а Радик часто разбивает сердце девушкам? Сколько сердец стандартно разбиваешь в неделю? Если честно, нет, я Однолюб. отдалек. То есть одна девушка в неделю. Нормально, ладно, хорошо. Руслан уже пора делать начинку для сердец. Знаешь, я делаю с молоком. Да, я просто. Ты просто, вот, кстати, вот твой стаканчик. Да, вот это. Сюда будешь? Давай, окей. Но все-таки скажи, вот ты вообще влюблен вот сейчас? Есть у тебя постоянная девушка? Программа «Секрет татарской кухни» у нас называется. Раскрывают все артисты, приходят секреты. Ну, если честно, я пока один. Вот, сердце Радика свободно козлар. Так, пора уже переворачивать сердечки. Сердечки аккуратненько. Да, чтобы форма, самая главная форма. Ну, Радик, у меня все готово. Да, уже пора. Сейчас я немножко Самый ответственный соли. момент.
вот у тебя получается омлет. Ну, это с молоком. Кто любит омлет, кто любит просто глазунью. Так, ты глазунью делаешь. Да. Итак, внимание, друзья, это самый ответственный момент нашего блюда. Тун-ту-ду-ду. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ой-ой-ой. Хорошо, разливось. Да, кстати, ничего страшного, потом можно вырезать красиво. Но Вот же, вот же. самое главное готовить с любовью, вот. Да. Итак, ну-ка, а у тебя как сейчас получится? Так, опа. Ну, все-таки он для себя выбрал более красивый формат, молодец. Настоящий москвич, они всегда так. Так, и давай второй сразу. Так. Number two. И давай немножечко соли. Да, соль, да? Ага. Ну вот, ждем. Так охота А есть. пока я сам хочу кушать, но, к сожалению, по правилам программы мы кушаем только в конце. Юморка табесы. Сосиски разрезали вдоль, не дорезая 1 сантиметр. И загнули их в виде сердечка, скрепили зубочисткой. Чтобы сосиски не ломались при изгибании, они должны быть теплыми. В нагретую сковородку, смазанную растительным маслом, выложили сосиски и обжарили их с одной стороны. Перевернули и вбили в 2 из них по одному яйцу, а другие по яйцу, взбитому с небольшим количеством молока. Посолили и обжарили до готовности. А сейчас можно спеть. Спеть. Давай, вот Радик сегодня уже спел, пусть поет Элвин. Элвин, здравствуйте, hello. Руслан, Элвин. Элвин, please, что-нибудь Please, из альбома, который вы мне подарили, Элвин. девочка моя. My Girl, поет Элвин Грей. Девочка моя, прошу тебя, танцуй, двигайся быстрей, настройся на нашу волнуется душа, когда ты смотришь на меня. Алло, ты моя энергия, ты моя любовь, ты моя беда, ты девочка моя. Программа «Секреты татарской кухни» вновь с вами, дорогие друзья. Спасибо, что вы смотрите нас. А смотрите вы сегодня мега-суперзвезду татарской, московской, башкирской эстрады Элвин Грей. Он же Радик Ильякшин, он же замечательный повар, и он же вместе со мной сегодня поздравляет всех с праздником Днем влюбленных. Поздравляем! Поздравили мы вас, дорогие наши дамы, первым блюдом. И сейчас второе. Да, второе блюдо называется эремщик ирекляре. Вот они, кстати, те самые ерекляр, но что будет в этих сердцах, мы узнаем совсем скоро. Значит, я смотрю творог. Да, творог, мне вообще нужна большая миска. Сейчас, секундочку. Угу. Пожалуйста. Так, поехали. Весь творог туда. Весь творог сюда. Что еще в начинке будет? Так, сейчас добавим еще одно яйцо, Так, добавляй. Ага. сахар, сахар по вкусу и муку. И муку. Да, сахар, кому как. Кто Ну. может, соль может там. А ты мешай. Раз. Радик, расскажи нам, пожалуйста, про своего близкого друга Элвина Грея. Да. Откуда этот псевдоним? Элвин Грей, грей, слово тепло, греть, согревать. Именно от этого слова, да, Грей? Да не, шучу. По идее, мы долго думали, какой же псевдоним придумать. А вообще, почему мы решили псевдоним? То есть Радик нормальный, татарский, красивое да, имя. все говорят, Радик Ильякшин и так же хорошо. Ну, вот я про это говорю. Даже говорящая фамилия, это хорошая дорожка, хорошие дорожки. Но, когда в Москву переехали, я вот знакомлюсь, Кстати, яйцо сейчас, знакомлюсь по работе, там, везде. И привет, как тебя зовут? Я говорю, Радик. Он говорит, я Джонни Стюарт. Не, я говорю, Радик, они Рафик начинают путать. Я говорю, нет, Радик. А потом я думаю, нет, все-таки надо придумать псевдоним. И мы начали думать. Я в детстве любил один фильм, называется «Алые паруса». Там мне очень нравился Главный герой? главный герой Грей. А Элвин меня просто во дворе, когда в Уфе жил, был маленьким, сейчас небольшой. Я пока помешаю, артисты пусть говорят, да. Я уж поработаю. Да. Кушать охота. И был ты маленьким, но... Да, и во дворе ее еще назвали почему-то Элвином. Вот просто назвали и все, погоняло. То есть вот так вот, друзья, теперь вы узнали, откуда у нас появился на татарской эстраде Элвин Грей. Радик, начинка у меня готова. Да.
теперь Продолжаем. ставим, Так, сковородку. сковородочку, да? Сейчас сердечки я уберу. Так, растительное масло. Чуть-чуть. Ну и сейчас буду делать кругляшки. Заготовочки по-татарски. Заготовочки. Заготовочка. Радик, вот я слежу за твоим творчеством, да, и смотрю, что у тебя практически каждый месяц новый дуэт. То в Москве ты поешь с Высоцкой, здесь ты поешь с Альбиной, с Гульназ Баталовой. Я ходил на концерт, где вы пели с Фердусом Тимаевым. Что у тебя это? Ну это, знаешь, всегда получается как-то спонтанно. Это они тебя приглашают или ты их Знаешь, приглашаешь? говорю, спонтанно получается. Тут написали трек, да, попробуем, давай, и все, пошло-поехало. Тут даже никак не планируешь, там все, говорю, все Ну, спонтанно. нравится тебе петь дуэтом, нет вообще? Ну почему бы нет? А вот, кстати, с Аленой Высоцкой, как я вообще спел. Это в Москве было, кстати. Да, в Москве. Вот. Я, ну, все смотрели, наверное, фильм «Не родись красивой». И там был А саундтрек ради счастливой. с саундтреком. Я говорю, я хочу познакомиться с ней, я хочу спеть. И так получилось. Я переехал в Москву и начал искать все выходы, чтобы только на нее выйти. И у меня получилось. То есть, получается, это ты сам добился этого и спел. Да, я очень хотел познакомиться. Прям вот голос нравился, и у него мощный голос. Просто кайфовал. И вот он, финальный момент приготовления блюда, которое называется... Ремчик Юрий Кляри. Вот как они получаются. Итак, наше тесто. Формочку разравниваем. И вот, пожалуйста. Вроде ничего не делали, пели, смеялись, да? А все готово. А все готово. Вот что в 2016 году планируется интересного у Элвина Грея в творчестве? Интересного, кстати, очень грандиозный проект. Но, конечно, я пока не хочу рассказывать. Ну, хотя бы в двух словах. Ну, намек. Это будет летом. Это будет масштабно. Это увидите летом. Алласа будет. То есть, так сокращенно скажем, супер-мега-шоу от Элвина Грея. Да, кстати, Этим летом. это будет с Фердус Тимаевым. Вот и зал проговорился, все испортил. Но это чуть-чуть. Чуть-чуть Фердус Тимаева никогда не помешает. Что, Руслан, убираем вот эти все. Сердечки из этой формочки, да? Аккуратно. Ой, как красиво. Слушай, пока они обжариваются, я предлагаю сделать специальный сироп. Татарча называется жимишный сироп. Согласен? хороший. Готовится он очень легко. Так, сливочное масло. Следи, записывай. Кусочек буквально. Туда немножко сахара. Эй, Дягус. Эйдегис. И потом мы добавим жимишляр. Но сегодня мы используем вишню, свежую замороженную. Вишня, вишня. Свежая вишня. Как вот новый хит. Все, сейчас музыку написал на компьютере быстренько. Слушай, Слушай, последний секрет раскрой нам. Весь Татарстан говорит, и Башкирия, и даже Москва о том, что в твое творчество некий богатый человек вкладывает большие деньги и хочет в течение 2 лет сделать тебя народным артистом. Кто это? Раскрой секрет давай. да, кстати, часто так поговаривают в интернете. Это неправда. Потому что из обычной семьи мама у меня работает на стройке. Папа у меня тоже в 12 лет его не стало, но он тоже на стройке, поэтому из обычной семьи, Семьи строителей, можно сказать. да, семья строителей, никаких там А Белара помощников нет. крутых денег там я и мечтать не мог, поэтому все своими силами просто захотел, не спал, работал. То есть никаких спонсоров нет. Нет, нет. Но мы их ищем, да? Так, ну а между тем, пока, кстати, масло растапливается, мы сейчас перевернем наши сердечки. Они, кстати, вот так поджарились. Опа, как красиво. Вот это четко, Мы же профессионалы. с поджаркой. И последние, вот такие сердечки получились. Так, мы молодцы. У нас растопилось масло, и мы сейчас добавляем сюда ложечку сахара. Так, давай еще одну. Давай. Так, Мало будет. и вишню. Давай, всю. Давай. Все это смешиваем, доводим до однородной консистенции. И буквально через мгновение вы увидите, какой же красивый стол мы сегодня накрыли на День влюбленных. Давай. Эремщик Ерекляре – творожные сердечки с ягодным соусом. Творог смешали с яйцом, сахаром, солью и мукой. Из получившейся массы скатали круглые шарики, обваляли их в муке. Заполнили творожной массой силиконовые формочки в виде сердечек и обжарили на растительном масле с 2 сторон. Для ягодного соуса растопили на сковороде сливочное масло, добавили сахар и любые ягоды. Как только соус начал густеть, убрали с огня и подали к творожным сердечкам.
Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А мы сегодня вместе с Радиком накрыли настоящий романтический завтрак. Да. А это мы приготовили от всего сердца. Итак, Наконец-то. очень красиво оно смотрится, но просто его даже кушать не хочется, но... Охота как картину повесить на стол. Да, но, как говорится, Ну, пора. Ну, кушать охота. кушать охота, приятного аппетита. Мне кажется, Радик, вот любую девушку можно поразить и поднять ей настроение. Даже то, что маме своей любимой на 8 марта можно приготовить такое Вот блюдо. Именно, это можно и бабушке, и маме. Ну, что здесь скажешь? Вот в этом блюде, в блюде номер 1, есть самая главная красота и подача. Да. Да. И правильно выбраны дорогие, вкусные халяльные сосиски, кстати, вот. Но я с нетерпением ждал, можно сказать, десерта, Да. который мы вот так вот нашим соусом обильно полили. И сейчас, внимание, Прям выглядит очень ой, вот так вот, классно. очень классно. По правилам нашей программы ты тоже должен его попробовать. Я вот посередине возьму. Итак, внимание, бисмиллахи-рахмани-рахим. Не ешь. Вкусно? Вкусно. А запиваем мы все нашим любимым котыком. На самом деле очень вкусно. Радик, подводим наш кулинарный итог. Мне оба наших блюда понравились и по красоте, ну и самое главное, они получились вкусные, такие, как и должны быть. Молодец. Вкусноте. По вкусноте. Я сегодня всем вам хочу сказать, я вас люблю. Миссизне Яратам. Пользуясь случаем, я тоже хочу поздравить всех телезрителей и пожелать вам любви, счастья. Любите, любите, еще раз любите, и все будет у вас классно. Как у Элвин и Грей. И в конце, как всегда, красивая песня в честь праздников, в честь всех девушек, которые покупают твои диски и ходят на концерты. Давай. Әйде, қабатла. Эйде Кабатла. Қабатла шул сөзіңні, қабатла тағын, мен де шулай үзіліплер, яратам сені жаным. Қабатла шул сөзіңні, қабатла тағын, мен де шулай үзіліплер, яратам сені жаным, жаным. Это была программа «Секреты татарской кухни». Увидимся на следующей неделе. Элвин Грей и Руслан Шарапутдинов. Говорим вам «Салам Слава! Thank you. Thank you. Thank you. Не смотри на меня.